помощи попросить. И я хотела уйти туда подальше, закрыть свой дом и не найти ключи. Но понял я, не все еще потеряно, пока не гасит свет и не потухнет свеча. Я не хочу потерять своих близких. Я не хочу потерять свои надежды. Я не хочу потерять свои надежды. Я не хочу потерять своих друзей. Я не хочу потерять себя. Я не хочу потерять жизнь. Я не хочу потерять любовь. Я не хочу потерять вас всех. Только сам человек может сказать себе «нет». Еще раз встаньте. Сегодня к нам в стоматологию пришла пациентка с сильной болью в зубах. Когда она пришла, ей сказали, что надо сделать укол. Наш врач сделал укол первой пациентке. После этого пришла вторая пациентка. Она очень спешила на работу. И тогда стоматолог, не обрабатывая приборы, сделал укол второй пациентке. И тогда она заразилась ВИЧем. Таким образом мы хотим вам показать, что через стоматологию передается ВИЧ-инфекция. Здесь был виноват врач. Вывод. Неответственные действия могут привести к худшим последствиям. В больницу пришла пациентка с раной, но никто не знал, что она болеет ВИЧем. Никаких врачей нет, кто может ей работать там, у нее очень много ран. У пациентки была На день рождения, по поводу этого я устраиваю вечеринку. Не хотите прийти? До встречи. Они танцевали, и пили алкогольные напитки. И тут Максат, помогая Анигееву, ввел в другую комнату. И там достал шприц и уколол Анигея. Прошло несколько лет. Анигея вышла замуж и пришла осмотриться к врачу. Хотим вас проверить. Здравствуйте, дайте анализ и жизни. Для вас плохие новости. Вы заражены ВИЧем. Тут она вспомнила тот момент из вечеринки и очень сожалела об этом. Уважаемые девочки, мы хотим вам сказать, что